Вітаю беларусы, вы слухаеце падзеі штотыднёвую праграму пра Беларусь і тое, што з ёй звязана на календары ў нас 16 траўня 2023 года. Мяне клічуць Макс Моррисон, моя саўдоўца Вероніка Мішченка. Добрый вечар, Вероніка. Добрый вечер, Макс. Добрый вечер, друзья. Очень рада вас всех видеть в чате. Надеюсь, вы будете сегодня активными после двухнедельного перерыва. Я таксама на гэта спадзяюся. Сапраўды, 2 тыдні цябе не было. Вось што табе больш запомнілася, я б сказал так, за вось гэты час? Ой, ну, конечно же, я просто сижу, уже несколько мемов сделала, у меня опять канал очень сильно разогнался благодаря нашему жабьему королю, который все умирает. Ну вот опять его воскресили, поэтому, конечно, это новость номер один, тем более, что весь Facebook заполнен, TikTok, YouTube, все белорусские каналы этим событием, и белорусы не устают над этим шутить. Вот буквально там мои товарищи писали, что куплю баян в Вильнюсе дорого, и поэтому мне все время вспоминается сейчас фраза Статкевича, что вы не познаете, коли появится надея, вы не познаете белорусов. И вот гэтая надея, якая з'явилась у нас 9 мая, и, в принципе, не умерла и сейчас, оно переполняет, наверное, сейчас всех белорусов. Знаешь, что, Макс, в этом самое классное? В принципе, наверное, то, вот все мне пишут, и Марина Михайловна написала в своем фейсбуке, потому что наконец-то появились сведения о Николае Статкевиче. Вчера, кстати, пришли, тоже вот интересно, заметь. То есть вчера вдруг они ответили, через 95 дней. И вот сегодня пишут из Беларуси, что в воздухе что-то такое витает. Вот какое-то такое предчувствие перемен. Потому что, знаешь, когда самый большой страх всех диктаторов стать смешным. И вот Лукашенко как раз вот пришел уже к этой стадии, он сейчас смешной. И поэтому, наверное, вот где-то вот этот вот слом и такая надежда, над ним просто сейчас все смеются, да? Уже он не страшный там, и не какой-то жудосный, не какой-то с синими пальцами, вот такой вот сидит смешная выпотрошенная статуя восковая. Над ним можно только смеяться. Ну вось наконт гэтага тут, дарэчы, і жартавалі, што глядзіце, як там карыстальнікі соцсетак, што нібы вось нейкая статуя з музея ласкавых фігур мадам Тюсо вось уцякла. Вось тое, што мы зараз назіраем. Ну там шмат чаго і ўвогуле якіх мемаў было. Я зараз буду гэта дадаваць, і мы гэта ўсё ўбачым у гэтым этэры, але тут самае цікавае увогуле паглядзець на тое, як Лукашенко фоташопіць. То бок я б даже нават тут сказал такое, што у нас ёсць яшчэ сёння і дзве фігуры воскавыя беларускай вось гэтай так званай рэжымнай палітыкі, дзе яны вось карыстаюцца фоташопам і іх так значна фоташопіць. То бок відавочна, што яны не хочуць быць непрыгожымі, і вось гэтая ўся, я не разумею, навошта столькі фільтраў. Мне падаецца, што вось нават і вось гэтыя інста-дзяўчыны не так шмат фільтраў накладаюць на сябе, як вось Лукашенко. А вы паглядзіце на Заронка, ён ж нават і без фільтраў вось публікуецца. Тое ж самае са Шпакоўскім. Дарэчы, Шпакоўскі вось Лукашенко нават і ў нейкім сэнсе пахараніў. Ну, можно так сказать. Ты не бачила гэты допіс Шпаковского? Нет, не видела. Я, ты знаешь, последних этих несколько дней я с удовольствием просто читала все посты Советской Беларуси. Они молодцы, они прекрасно провели кампанию информационную, потому как быстренько они заменили, поставили
Качанову на первое место. Я не знаю, смотришь ты или нет. Они полностью перевернули и показали это все, как быстренько меняется ветер в Беларуси, когда снимают, меняют погоны, да, Буденовку, это опять власть меняется, и сразу, что и власть заточена, и конституция под женщину, и так далее, и тому подобное. Очень замечательно. Молодцы ребята. То есть вот в таком ключе мы, наверное, все и должны работать, потому что, чтобы действительно был смешным, чтобы белорусы не погружались в эту депрессию, чтобы не было вот этих обсуждений и то, от чего нас ждут люди внутри Беларуси, разборок между собой, да, надо не забывать, что мы все работаем на то, чтобы Лукашенко в Беларуси не стало, чтобы в Беларуси вернулись честные выборы. И поэтому прекрасная работа. Вот я эту неделю смотрю на все средства массовой информации, прекрасная информационная работа, просто чудесно. 20-й год вспоминается. Што датычна ўвогуле вось Лукашэнкі і таго, як яго паказалі, вось нібы воскресілі, як мы напісалі ў нашай вокладцы, і мы бачым вось зараз нават на сваіх экранах тое, як сапраўды выглядае, ну, дарэчы, не зусім сапраўды выглядае Лукашенко, то бок вы бачыце, вось злева гэта адфоташопленая васкавая фігура Лукашенко, а справа гэта вось якраз такі Лукашенко з таго відэа, якое апублікаваў тэлеграм-канал Пул Першага. І што самае цікавае, што нават і ў тым відэа вось я звярнуў увагу, што чамусьці на Лукашэнку накінулі шмат фільтраў, а на іншых удзельнікаў таго відэа такога не назіраецца. Дык вось я сабе трошкі, як то кажуць, дазволіў паздзеквацца над гэтым і паглядзець, як бы выглядаў Лукашенко, калі б ён карыстаўся тиктокам і вось ствараў нейкія свае ўласныя тренды. Давайте поглядим. Без великих докладов давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Я так понимаю, это режим реального времени, так точно. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но, тем не менее, фактор настораживающий. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, войска уже находятся в течение 4 суток или 3. Вот после инцидента привели степень готовности номер 1. Мне больш тут вось вельмі прыгожым здаецца, што вось паглядзі, як выглядзіць Вольфович. Вось ён просто з такімі вочкамі. Ну ладно, давайте доглядзім. Привели степень готовности номер 1. И вот уже 3 сутки. Ну вот 3 суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянской области, когда вывезли эти 4 воздушных суда. Мы вынуждены были на это реагировать. И с тех пор мы находимся в более повышенной готовности нашим войскам. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны, ну и, естественно, направление и перспективы развития этой обстановки. Вось што, дарэчы, цікава, мне здаецца, што вось голас, які змяняе сам TikTok, вось калі ты накладваеш там адмысловы фільтр, то ён чамусьці, ну, ты ўсё роўна разумееш, што вось гэта кажа Лукашенко, што вось нешта ёсць такое падобнае. Калі б нават нейрасеткі стварылі такі, ну, мне здаецца, фільтр Лукашэнкі менавіта, то ён бы карыстаўся, ну, даволі быў бы папулярным у ТикТоку, як ты думаешь, Вероника? Ну да, потому что Лукашенко уже стал синонимом клоуна. Он, в принципе, еще и в начале 90-х, да, еще когда молодой был. То есть уже тогда был таким клоуном. Но сейчас, но тогда он еще как бы набирал силу, у него было много сторонников, он был
легитимен, можно сказать. Но сейчас, вот чем старше он становится, тем его по-другому невозможно воспринимать как клоун или как мем. Еще, наверное, будет долго и в нейросетях, и везде этот голос активно использоваться. А особенно еще интересно, как он закончит. Знаешь, у меня здесь, Макс, еще я тоже монтировала сегодня это видео, правда, я там делала с этим жабьим королем, который все умирал, да, я умираю из Шрека. И вот у нас такой вопрос с дочкой возник. Кто там все так настойчиво звонил? То ли это Качанова добивалась узнать, что там все-таки. Ну, обрати внимание, какие там настойчивые звонки. В принципе, сидит Лукашенко. Кто там должен звонить? Они же там все по струнке ходят. Но кто-то так настойчиво звонил. Ну, можа лекары, я не ведаю. Но тут просто вось у гэтым усім нейкім сэнсе сюры, вось мне жартаўлівым больш падалося іншае. Я там нават у сваім фейсбуку напісаў, там у адным чаце я пабачыў такі жарт, які меня ўразіў у нейкім сэнсе. Вось там такой цікавы выраз. Вот помрет Лукашенко, и мы никогда так и не узнаем, откуда на Беларусь готовилось нападение. Да, я говорю, конечно, он подарил такой огромный заряд бодрости и позитива вот за эти дни белорусам, что просто, ну, спасибо ему за это, что он нас еще и развлекает иногда. Но если вспомним этого человека 3 года назад, в 2020 году, в это же время, да, когда он там лечился козой, трактором, водкой, хоккеем. И в принципе, вот итог, он долечился, чему мы очень благодарны. Но все равно в то время это был человек, который орал, кричал, лопался с этой красной рожей, да, то есть это было видно, что это человек действительно убийца, который готов на все за эту власть, там, синими пальцами, и Беларусь я вам не отдам, даже если вы меня убьете и так далее. И вот 3 года прошло, вот сидит вот это туловище из музея мадам Тюссо с синими этими пальцами, которыми угрожал все-таки, да, оправдывается его прогноз. И вот как я тебе пересылала, и мы постоянно вспоминаем, помню, еще Николай Дедок писал, что все вот эти были приметы, начиная от Коршунов, которые подрались и сбросили крысу дохлую на крыльцо ЦИК, когда они зарегистрировали Цепкала и Бабарика и так далее и тому подобное. Да, к сожалению, все происходит не так быстро, как нам хотелось, нам верилось. И вот эта усталость, все, и какое были время, когда люди устают, тут репрессии эти все. Но вот даже сегодняшняя ситуация, она показывает, как время неумолимо. Вот какой бы он ни был, да, и насколько вокруг этого диктатора все хрупко, потому что, ну, нету вокруг него там ни людей, которым он может доверять полностью, даже включая его детей. Также, то есть все на него смотрят и мечтают: сдохни, сдохни, каждый со своими интересами. Даже, наверное, уже Умку он достал. Кстати, в сети еще очень много появилось, в том числе и видео Умки, который почему-то стал точно такой же тлустый, як Лукашенко. На добрых харчах. Ну, ці ведаеш, як кажуць, што сабакі, яны ж падобныя на сваіх гаспадароў. Дык вось тут мне падаецца, што гэта якраз вось з гэтай оперы ў нейкім сэнсе. Што увогуле... Да, Вероніка. Я просто смотрю, что вот насколько сегодня у нас такой радостный, веселый эфир, ты посмотри, сколько у нас хороших сообщений в чате. Вот когда появилась надежда у белорусов. Ты посмотри, какой у нас сегодня заряд бодрости и позитива. Вот я так вам благодарна, потому что, ну, действительно, передается эта энергия от вас к нам и от нас, надеюсь, к вам. Дарэчы, не забывайте подписываться на YouTube канал Радио 97, таксама подписывайтеся на YouTube канал Веронікі. YouTube канал Веронікі вы можете знайсці ці ў опісанні, ці калі націснеце на загаловак гэтага відэа. Таксама тут прамы этэр у нас ідзе зараз на інтэрнэт-хвалі Радио 97, таму слухачы, якія нас зараз чуюць менавіта праз інтэрнэт-хвалю, вы можете таксама далучацца да нашага YouTube-каналу, ці калі вы не можаце зараз далучыцца, то пасля гэтага абавязкова зайдзіце на Радио 97 і
зрабіце лайк, подпішыце і пашэрце гэтае відэа, каб ўсё больш людзей пабачыла яго, і мы нарэшце адказалі, можа, на гэтае пытанне, ці калі мы будзем адкрываць вось шампанскае, каб ужо нарэшце адзначыць усю гэтую падзею. Але вось я размаўляў з адным са сваіх знаёмых, і ён кажа, што вось яму не падобаецца, напрыклад, тое, што шмат людзей спекулююць на тэме вось гэтай хваробы Лукашэнкі, што, мабыць, колькі ён існуе вось на гэтай пасадзе, ну, скажем так, утрымлівае ўладу на пасадзе прэзідэнта Беларусі, вось, і называе сябе адпаведным чынам, то увесь гэты час існуе вось гэтая, ну, тэма вакол яго стану здароўя. Але ён дагэтуль жывы, ну, як мы бачым, не зусім, вось вы таксама можаце ўбачыць, як, напрыклад, вось злева гэта фотаздымак з пул першага, а зправа гэта ўжо фотаздымак з гэта не белта, гэта вось менавіта сайт Лукашэнкі. І як мы бачым, вось нават тут адрозніваецца сам твар Лукашэнкі. Вось бачыш, тут ён нейкі чырвоны, вось нешта з ім не тое, а тут так яго адфоташопілі, што падаецца, што нібы нармальны чалавек. Ты знаешь, мне кажется, что он даже не отфотошоплен, мне кажется, что это переставлено с другой фотографии, потому что, обрати внимание, ракурс даже, вот если ты увидишь головы, пропорции, да, то совсем другая голова. Не-не-не, давай тут у канспіралогію граць не будзем, бо Нет, я, напрыклад, калі просто гляджу на фотаздымак, Просто мне переставлено падаецца, с што другой такі... фотографии, пока он был более здоровый. Ну, обрати внимание, здесь... Да, такой вот... Ну, не, мне так не падаецца. Я думаю, што просто тут папрацавалі над фотошопом. У сеціве... Может быть, потому что здесь и более все это добавлено, тут и яркости, и различных. В принципе, мы все знаем в фотошопе фильтр пластика, буквально там несколько движений, ты это все делаешь. А на сегодняшний момент фотошопа не нужно. Ты забрасываешь в нейросеть, очень много сейчас, в том числе и я работаю с нейросетями, которые тебе моментально, даже фильтр в ТикТоке, ну, ты знаешь, вот сейчас есть фильтр в ТикТоке, там называется 20 лет назад. Вот прямо ты смотришь на видео на себя, и ты видишь себя моложе 20 лет назад. Поэтому все очень просто, быстро и легко. Так что другое дело, что бинт, вот ты знаешь, почему меня еще поразило, многие, наверное, знают, почему меня не было в прошлый раз в эфире, и потому что неделю назад я делала операцию тут, в Вильнюсской больнице, и вот как раз меня удивило, что это вот на следующий день эти фотографии Лукашенко с этим эластичным бинтом на руке, да, и потому что у меня стоял катетер, и был такой прозрачный пластырь, который не мешает руке, то есть на руке был наклеен прозрачный пластырь, все это аккуратно, все. И тут я вижу Лукашенко с этим бандажным бинтом, которым моя свекровь бинтовала ноги, потому что у нее были вены больные. И я думаю, а что вообще тогда с медициной в Беларуси? Что президент вот с каким-то этим бинтом на руке, что там у него не так? Насколько это медицина? Тогда в Беларуси уже что, совсем все разъехались? Поэтому я еще так, знаешь, после больницы очень внимательно разглядывала все эти признаки, что с ним, с такой уже точки зрения как бы практической, глядя на медицину литовскую и вот в Беларуси. Ну, я думаю, у нейкім сэнсе, што яны вось у Беларусі хутка будуць, ну, ты памятаеш, Лукашенко казаў, я свой народ за цывілізаваным светам не павяду. Ну, вось гэта мы і назіраем, што адбываецца, можа, калі яны нават вось супраць усяго сучаснага і будуць ісці кудысьці ў сярэднявечча, то прыйдуць яшчэ і да кровапусканняў. Вось была раней такая працэдура, дзе не гледзячы на тое, што з вамі здарылася, але вось яны лічылі тады, ну, у сярэднявеччы, што кровапусканне гэта даволі добрая нагода.
Эта процедура активно используется и сейчас, и в аптеках до сих пор продаются медицинские пиявки, которые, когда очень большое давление и есть угроза инсульта, они очень используются и очень широко используются. А мы знаем, как Лукашенко любит все эти параллельные различные методы, причем у него же там и астрологи, у него же там эти, ну как они, шаманы, вот как и у Путина. Поэтому вполне возможно, что, может, и правда там каких этих пиявок накладывали, и все эти покусанные руки замотали. Одну, потом воскресили вторую, или как-то они там «встань и иди». У нас здесь классный такой комментарий в чате, написано «собаки ни мапы не познала». Спасибо вам сегодня за такой Так хороший. і ёсць. Мне вось зараз мы будзем там вернемся до наших каментароў, якія дасылаюць нам нашы гледачы, але мне падаецца, вось я тут трошки такую подборку мемаў зрабіў, і мне яны, ну, я прарагатаў у голасна даволі, асабліва вось гэтага, дзе загадковая гісторыя Бенджаміна Лукашенка. Вось, ну, у нейкім сэнсе так і ёсць. Ці вось лепшая рэклама карэйскай касметыкі, як думаеце, які бренд? Дарэчы, Вероніка, які бренд, вось як ты думаешь? Не знаю, я как патриот Беларуси, для меня любимая косметика – это Белита Витекс. Мне ее до сих пор привозят в Беларусь, и я пользуюсь только ей. Сапраўды добры выбар. Ці вось ёсць такі жарт нават, калі ў дзяўчыны спытваюць, ці ты абразілася, она такая нет, і тым часам яна ж. Вось. Але з гэтых мемаў яшчэ, калі не было Лукашэнкі, даволі добра завірусіўся яшчэ такі мем, дзе стаіць Прыгожин, але не ты, што прадзюсер, а ты, што вось якраз такі вайсковы злачынца. Ён стаіць, вось кажа Шойгу: «Герасимов, где Лукашенко?» Гэта ўсё было даволі смешна. Дык вось, што датычна дзя Лукашенка і гэтак далей. Шпакоўскі — гэта праўладны палітолог, у нейкім сэнсе, можа быць, праўладны штатны алкаголік, бо ён сапраўды выглядае заўжды такім, ну, з чырвоным тварам, нібы толькі што вось выйшаў з запою, ці нават і не сыходзіў адтуль. Дык вось, ён напісаў вялікі пост пра тое, што вось хутка скончыцца эпоха Лукашэнкі. І вось у гэтым сэнсе мне проста цікава тваё меркаванне. Як ты думаеш, чаму ён гэта пачаў пісаць? Бо, як мы ведаем, ну, праўладныя яны пішуць асабліва толькі з таго боку, калі, ну, нахвальваюць режим. Слушай, я не знаю, я просто не читала этот пост, и я не могу сказать, потому что вот уже была у нас на прошлой неделе нашумевшая история в Вильнюсе с вырванной цитатой, поэтому хотелось бы услышать всю цитату, как она там звучала. Я пашукаю. Я вось, ну, гэта, дарэчы, не хутка адбудзецца, таму што я яе чамусьці не падрыхтаваў. Вось, але у мяне тут была трошкі іншая яго ж цытата. Зараз я дадам на экран. І вось выглядае яна вось так. Надо думать и готовиться защищать нашу страну. Всем хороших выходных. Это, дарэчы, з'явілася тады вось на фоне таго, што былі спекуляцыі, а ці жывы Лукашенко, ці не жывы. І вось тут таксама цікава, у якім сэнсе трэба думаць і рыхтавацца абараняць краіну. То бок, бо Лукашенко памрэ і нехта там, нібы там полк Каліноўскага ці якія-небудзь вайскоўцы прыйдуць, ўсё ж такі пойдуць на рэзідэнцыю вось гэту так званай незалежнасці, ці ўсё ж такі гэта ў адваротным баку? Ты знаешь, мне кажется, что это вот как и у Лукашенки было, вот у меня видео, которое зашло очень хорошо, там, где он говорит: «Володя, остановись», ну и так далее. И там мне пишут: так он к Зеленскому обращается. Я говорю: откуда вы знаете? Особенность Лукашенки в том, чтобы сказать так,
чтобы потом все это перевернуть наоборот и сказать: вот я Путина предупреждал, Володя, остановись, ты ж не пойдешь, и твои дети не воюют, а твои там, короче, дети сидят на Лазурном берегу. Так и Шпаковский, понимаешь, это школа Лукашенки, что... А вот правда, он потом скажет: так я же говорил не об этом, вот почитайте. Я же вот предупреждал, что нужно готовиться к тому, что нужно защищать страну. Поэтому здесь вот эта вот школа вся, пиар, она на этом и построена, чтобы можно было так, а можно было так. И в конце концов, эти люди выросли на фильме «Свадьба в Малиновке», который мы вспоминали в начале. Нужно всегда вовремя поменять погоны и буденовку на фуражку, потому что власть меняется. И, кстати, вот мы про это разговаривали. Я вчера, когда писала комментарии, да, для Басты насчет того, что можно ожидать, вот если Лукашенко умрет, да, и что придет. И, в принципе, вот если мы так порассуждаем, то большинство наших чиновников, они вполне могут очень быстренько и очень хорошо начать переговоры с Западом, то, что, наверное, делал Маккей, которому помогли исчезнуть, да, и, в принципе, та же Качанова скажет: дорогие мои, выпускаю всех политзаключенных, и будет еще в политике останется в белорусской. В принципе, на ней ничего такого нет. Ну вось дарэчы, паколькі мы закранули тэму Качанавай і ты раней пра гэта казала, што яе нібы рыхтуюць пад тое, што вось глядзіце, будзе іншая смена падрастаць Лукашэнку, то вось люстэрка гэта рэсурс, які падрыхтаваў такі агляд вось гэтай Качанавай, што яна, дарэчы, вось тая другая фігура ў краіне, якая актыўна карыстуецца фоташопам. То бок яе, калі розныя фотаздымкі робяць для разнастойных рэсурсаў, то яны публікуюцца з відавочнай апрацоўкай. І вось за аснову тут узялі вось гэты скриншот відэа, які запісаны ў прэс-цэнтры Александра Лукашэнкі 8 лютага 2022 года. То бок вы бачыце, як выглядае вось сама спадарня Качанова. А вось далей мы ўжо можам заўважыць нейкія метамарфозы. І вось тут яна ўдзельнічае ў паседжанні верхнядзвінскага райвыканкама 15 ліпеня 2022 года і выглядае нешта занадта молодой. Гэта Она не выглядает молодой, Макс, я хочу сказать, что здесь... я про скулу. Нет, я про то, что она, видно, кто-то делал очень как непрофессионально, потому что ее здесь какую-то превратили то ли японку, то ли корейку, и узнала ли она сама себя здесь, потому что мы видим здесь совершенно другого человека. Может, у нее двойник есть, а это не фотошоп. Но здесь совершенно не Качанова, абсолютно другой типаж, даже такой, если скажем, расовый. Ну, я думаю, што далей мы потым і параўнанні пакажам таксама, як з Лукашэнкам, каб можна было зразумець, як усё ж такі выглядае сапраўды Наталья Качанова. Вось, далей, гэта яна падчас форума рэгіёну ў Беларусі 20 ліпеня 2022 года. І вось тут ужо мы можам заўважыць, як усё ж такі змяняецца твар Качанавай да апрацоўкі і пасля. Вось тут мы бачым, што фота апрацаванае. Здесь вот профессиональный, хороший фотошоп. Все в меру, аккуратненько. Но я тебе хочу сказать, что обязательно работают всегда пиарщики, и это считается обязательной частью любого имиджа, то есть имиджа любого политика. Поэтому это входит в часть пиара, и я думаю, что даже обязательно у каждого из этих фотографов, у тех, кто обрабатывает фотографии, тех, кто пишет, у них есть специальные ДЗ, по которому... ТЗ, вернее, тех заданий, по которому они обязаны это делать. Также мы знаем, как много лет было запрещено Лукашенко фотографировать со спины, чтобы было не видно, что он плешивый сзади. Поэтому у них у всех расписано, кого как должны фотошопить, с какого ракурса фотографировать и так далее и тому подобное. Но чаще всего они увлекаются, видишь, и это выглядит смешно, потому что большое отличие на видео и на фотографиях сразу видно.
Ну, вось Хотя тут оно такое. человек после запоя, в конце концов. Жизнь тяжелая. Са шпакоўскім недзе было, ўсё можа быць. Не, ну просто глядзі, вось я хачу просто звярнуць твою увагу менавіта на вось гэтую, мне падаецца, што гэта ці родзінка, ці нешта накшталт гэтага у яе побач вось з носам, да? І Это як возрастной жировик. Обычно в таком возрасте очень часто ну вось появляются на глядзі, лице кожи. а на апрацаваных фотаздымках яе заўжды прыбіраюць ці нават фатаграфуюць такім чынам, каб гэта не было бачна, то бок з іншага боку. Вось гэта адбываецца так. І мы просто можам якраз таки тут бачыць, як змяняецца твар нават Качанавай. Вось тут просто не зусім карэктна казаць пра гэта, але відавочна, што пасля апрацоўкі, ну то бок што фота апрацаваныя, якія выдаюцца потым у прэс-рэлізы і ў СМІ і гэтак далей. Але тут просто трошки адрозніваюцца ракурсы, і таму не зусім могуць сказаць, што ну вось, а што вы тут параўноўваеце, бо нават тут жа розныя ракурсы і гэтак далей. Давайте паглядзім, вось два падобных ракурса. Адзін гэта фотаздымак, другі гэта з відэа скриншот, і мы нават бачым, што вось як адрозніваецца, вось вы просто адчуйце гэтую розніцу, я б сказаў так. Як выглядае вось другі чалавек у нашай дзяржаве. Ну, гэта жартаўліва, конечно, пра другога чалавека, але чалавек, які можа атрымаць вось гэтую уладу ад Лукашэнкі. Ты знаешь, после вот этой кампании в СМИ, когда везде была Качанова, Лукашенко уже задумается, он такое не прощает, особенно женщинам. Мы знаем, насколько он мстительный, насколько он мнительный, то есть у него уже сейчас могут поменяться ориентиры. Вообще, конечно, это очень интересная тема насчет того, что кто действительно пришел бы к власти, что бы как бы поменялось. Тут вот как раз у нас много про это пишут и в комментариях. Может, уже как раз немножко пообщаемся, перейдем к комментариям, потом уже дальше пойдем. Я бы хотела просто вот пока ты читаешь комментарии, вот сейчас я хочу напомнить, что у нас, вот я сижу снова в майке, наших воеров, наших доброохотников, у нас затормозился сбор, остановился на половине. Ну, весна всегда тяжелое время, понимаем, и как-то и мы притормозили, и у нас это немножко замялось. Нужно эту всю кампанию снова раскачивать, снова возрождать, потому что все ждут наступления, мы тоже его ждем, и есть вот такие вещи, конечно, очень неприятные. Вы, наверное, все уже в курсе этой новости, что вчера в Киеве был задержан председатель Верховного суда Украины, Конституционного или Верховного суда, чтобы вот запомнилось уже, за получение взятки в 3 миллиона. И, конечно, во всех украинских чатах тоже очень сильное возмущение, потому что мы реально собираем по копейке вот на то, чтобы помочь домоохотникам, собирают украинцы внутри страны. Из этого сбора, вот, который здесь мы видим, что 1538 евро, это где-то около 40% это пожертвования из Украины. И когда чиновники, вы видите, что не только в Беларуси, но, к сожалению, и в Украине во время войны ведут себя таким образом, это вызывает огромное возмущение, огромную боль. Поэтому и вместе с тем вот этот микроавтобус Богдан, самый дешевый, вот, который спас уже жизни многим людям и многим помог остаться здоровыми, купил за свои деньги, мы уже про это говорили, один из доброохотников, чтобы спасать жизни своим товарищам. И я еще раз прошу всех, что поделитесь реквизиты фонда Хелен Минской под видео. Еще я попрошу Макса добавить туда польскую карточку, потому что там написали, что на польскую карточку легче донатить. Она у нас есть уже, чтобы как-то этот сбор активировать и чтобы уже перед наступлением постараться собрать как можно уже эту сумму, передать этому человеку, который сделал такое большое дело для своих товарищей, для своих друзей.
И второе, про что я хочу сказать, и я уже про это упомянула, что вчера, наконец-то, после 95-дневного молчания, наконец-то Марина Михайловна Адамович, жена Николая Статкевича, получила отказ от его катов, в котором они ей сказали, что, вот я сейчас процитирую это, потому что хочется процитировать, что переписка не забороненная, однако лишили всего Николая Статкевича, и он уже полгода в ШИЗа, до этого 9 месяцев, и я у себя вкратце в Фейсбуке написала только несколько цифр, что, чтобы быстренько это перечислить, что 36 наказаний за это время у него было, 14 ШИЗа, 5 за апошнія 3 месяца, и термин не поведомляют. І зараз, верагодна, у ШИЗа таксама, а боль толькі выйшаў. І чарговы раз пакараны знаходжаннем паўгады у той самай адзіночцы 1 на 3 метра, аналагу ПКТ у звычайной колонии. Я хочу еще сказать, что эта камера, она 1 на 3 метра, да, вы уже представили, это колония в глубоком, бывший монастырь, то есть она находится наполовину в земле, маленькое окошко, практически без света, к ней маленький такой каменный дворик, в котором, если там находятся вышки, все, ну, я могу судить только потому, как я была на Окрестина, что ты вообще не видишь света, ты не знаешь, день это или ночь, и когда ты выходишь в этот дворик, ты можешь увидеть маленький кусочек только неба или солнца, там вот полчаса, а можешь не увидеть, если над тобой этот козырек находится, где ходят охранники. Поэтому я не знаю, случайно или нет, то, что прислали это письмо ей вчера, после того, как вот даже и Шпаковский написал, после исчезновения Лукашенко, что, может быть, они подумали о том, что как бы нужно уже хотя бы таким образом отвечать, что мы просто, чтобы потом говорить, что мы просто выполняем приказы, но вместе с тем каждый из вас может написать начальнику колонии, не только где находится Николай Статкевич, а во все эти колонии они есть на сайте Весны, они есть на сайте Диссидент Байт, письмо в клеточку, напрямую писать начальникам колоний и спрашивать, почему ваши письма не доходят, и спрашивать про политзаключенных, про тех, которые вам близки. Потому что, как видите, все равно они боятся. Все равно они, вот только Лукашенко исчез, и они сразу начинают думать над тем, что будет дальше, и что ответственность придет неминуемо. Поэтому давайте не забывать про политзаключенных, это одно из самых важных дел, и сейчас у нас появилась надежда, что они скоро смогут увидеть небо, как мы видим, все меняется, все поворачивается, колесо истории, и будем поддерживать их, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Пераходзім да нашых каментароў, і у каментарах тут шмат чаго даволі цікавага было. Мы Андрей Заступнік вас таксама вітаем. Там вось Майкл пишет, что все толковые графические дизайнеры уехали в Польшу, какой-то студент Лукашенко фотошопил как смог. Ну, можа быць, так сапраўды і адбывалася. Мы ж на гэта можам і з гэтага боку паглядзець. Вось. Што датычна да Качанавай, я там бачыў каментар, быў такі накшталт, это было чаканне і рэальнасць, вось у нейкім сэнсе. Я думаю, што сапраўды так і ёсць, что датычна Качанавай. Вось, так, неужели повторяется библейская история «Воскрес»? Ну, мне чамусьці ўзгадваецца тут Медзінскі, які быў калісьці міністрам культуры Расіі. Я не ведаю зараз ён ці займае гэтую пасаду ці не, але ён неяк казаў, і гэты выраз таксама ёсць на Ютубе, дзе ён стаіць і кажа, гэта біблейская гісторыя. История. Ну, вось, может быть. Есть еще знаменитая история другая. Я забыла фильм, там, где оживили... У меня в голове Моргенштерн, но... Ты про чалавека, якога у «Вікенд у Берні» быў такі амерыканскі фільм, дзе два супрацоўніка свайго дырэктара там нешта яны ажывілі за кошт зомбі.
самых знаменитых фильмов, вот я говорю, тоже что-то там на Штерн, то есть когда оживили, и вот он стал уже такой как Ну бы гэта зомби. Франкенштейн. Моргенштерн, да, у меня А, Моргенштерн. То есть здесь скорее не воскресенье, здесь, если что, история больше напоминает Франкенштерна, потому что вот оно даже и видно по нему, Франкенштейна. Видно по Лукашенко, что он как раз вот похож на вот этого человека без души, а чисто с механической жизнью. А вось я, дарэчы, хацеў бы парэкамендаваць нашым слухачам і гледачам, хто не бачыў гэты знакаміты фільм «Уікенд у Берні», паглядзіць, калі ласка, ён даволі цікавы. Там якраз вось падобная гісторыя пра тое, як два чалавека выпадкова яны воскресілі свайго, вось падаецца мне, што ён быў іх кіраўніком. І вось яны яго воскресілі, але з-за таго, што, ну, то бок яны выпадкова, я так разумею, яго нехта забіў, нейкі кіллер, яго замовілі, а потым яны яго выпадкова воскресілі. І вось атрымалася так, што яны замест там нейкага, здаецца, там мяса курыцы патрэбна было, а яны мяса голуба зрабілі, і вось ён мог стаяць і ісці толькі калі у яго у вушах грае музыка. Таму вось мне, можа, з Лукашэнкам нешта накшталт гэтага і здарылася. Так, завтра по воде пойдет и воду в вино превратит. Больных накладыванием рук уже исцелял. Ну, было его такое нават и у ветку, калі не так давно проезжал, так само мы такое назирали, мы з Веронікай про гэта распавядалі. Вось наконт таго званка, які ты, Вероніка, ну, спытала, а хто ж там ўсё спрабаваў датэлефанавацца. Вось Майкл кажа, што з калхоза тэлефанавалі за инструкциями, як бульбу сортировать. Так, а вот теперь приближенные могут чудить. Шеф орать на них уже орать может только полушубок. Да. Вот для Лукашенко самое большое горе. Как он сейчас будет орать? То ли он будет шипеть, то ли он будет сипеть, то ли он будет хрипеть. Ждем в ближайшее время. А я сейчас вспоминаю, как он недавно на дискотеку собирался с девчонками. Наверное, перетанцевал. Был у меня нават я і спампаваў сабе гэты відос, бо ён такі смешны быў. Але давайте паглядзім сапраўды, як Лукашенко вось сёння праводзіў сваю нараду і як ён можа зараз размаўляць. В ходе наших контактов с президентом России Владимиром Владимировичем мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции. Ну, як то кажуць, да пофіг на гэтую углубленне інтэграцыі, але вось вы паслухаеце, што ў яго з голасам. Вось сапраўды стары хворы дзед, ужо можна так нават сказаць. Производственной кооперации и, самое главное, импортозамещения. И вы знаете, у нас неплохо получается, даже больше того, чем мы ожидали. І бачыш, у яго ўсё роўна прысутнічае вось гэты эластычны бінт. Ты знаешь, я прочитала, насколько хорошо получается, и там очень сильно похвалились на пуле первого, что они достигли аж 400 миллионов товарооборота. А до этого он говорит, что это в 2 раза больше, а в 2021 году было вообще мало. Ну, скажем так, что это оборот где-то такого среднего мясокомбината. То есть вот уровень встреч. Причем Владимирская область, если кто не знает, она в России одна из самых бедных, одна из дотационных областей. Наконт гэтага было цікава таксама, не так даўно, здаецца, пахваліліся яны тым, што вось глядзіце, маўляў, у нас тавара, ну вось гандаль з Кітаем павысіўся, што мы там у нейкую, я не памятаю, як там гучала, таму не буду зараз пераказваць, бо не памятаю. Але там просто цікава тое, што яны хваляцца, што нібы ён стаў большым і ўсё добра, а нарэшце, калі прааналізавалі статыстыку гандлю вось якраз такі з Кітаем прадуктовага гэтага абароту, апынулася так, што не, наадварот, знізіўся. І таму вось уся гэта беларускі эканамічны цуд, ён, мне здаецца, вось заключаецца только в том, што
яны вось маніпулююць гэтай статыстыкай. Вось увесь цуд. Яны просто ўсе магі, я б сказаў, у Белсаце. Ну, вот к этому я хочу добавить вот то, что сказал сейчас Макс, что каждый раз, когда вы слушаете эти отчеты, они рассчитаны, в принципе, на то, что мало какой человек, кроме специалиста, он действительно полезет, откроет и посмотрит эту статистику, да. То есть вот висят эти лозунги, они говорят, он зачитал, и где-то там это прошло фоном, и вы не полезли, не посмотрели, но где-то там отложилось у вас, что вот это у нас растет, товарооборот у нас улучшается, здесь у нас новые экономические партнеры и так далее. Но если вот эту всю информацию проверять именно на наличие фактов, и вот ты открываешь, проверяешь и смотришь факты, и сравниваешь, и даже очень просто, ну просто в Гугле забиваешь там по запросам и смотришь за последние годы, то буквально вот оно, видна реальная картина. То есть не нужно даже никаких глубоких исследований. Я почему еще говорю, вот то, что все касается пропаганды, это все нужно проверять, и вообще любую информацию, особенно там, которую говорят блогеры, которые говорят пропагандисты, которые проходят у вас большим количеством вот этой поточной информации, ее лучше проверять. Тогда вы уже реально будете иметь реальное представление объективное о том, что происходит. Сапраўды гэта так. А мне вось нават узгадалася, там зараз знайшоў яшчэ адзін мем, што датычна Лукашэнкі, як ён выглядаў 9 траўня у Маскве. Вось. Ну, прыкладна такі твар. Кстати, тогда ходил везде мем картошки, да? Вот это, которую подобрали, везде была картошка, которая вылетела Лукашенко. Да. Было такое яшчэ. Я нават у гэтым сэнсе узгадаўся яшчэ адзін момант. Зараз вось я покажу, што... Я хочу какать, быстренько покакать. Ну, я просто подумаў, што толькі з такім выразам аблічча, ну, то бок твара, можна вось думаць пра гэта. Чамусьці мне падалося гэта смешным. Даруйце мне за такія жарты, але я думаю, што вам гэта таксама спадабалася. Тут пишут про тое, што вось Лука стал заметна ніжэй ростам. Ну, стаптываюцца людзі, гэта нармальна для такіх сталых людзей. Нехта піша, што так, Лука памаладзеў на 20 лет, а адзін з нашых гледачоў кажа, што ё-маё, я в Беларусі, жартаваць не буду. Вось. Тут, дарэчы, вось таксама, я не разумею, гэта ці жарт ці не, але, Вероніка, откажи, коли ласка, тут пишет, что стало с пиявками, прошу ответить, я зоозащитник. Ну, вообще, пиявки используются по многу раз, они обычно их сажают там, на тело, на руки, кто куда сажают, они выпивают эту плохую кровь, они имеют способность именно, как-то они узнают плохую кровь, напиваются, это их еда, их сажают до лучших времен, и то есть они прекрасно живут, напиваются, все. Но в Беларуси навіть і пиявок сажают, да? Да. Но бывают и другие случаи. Есть такие любители, которые вот этих напившихся крови пиявок, они жадят. Это считается, между прочим, деликатесом. Поэтому как их использует Лукашенко с его этими ритуалами, мы не знаем. И здесь нужно тогда поставить галочку, чтобы было еще одно такое, как бы, на его совести дело. Да, в Беларуси сажают даже пиявок. К сожалению, это так. Дарэчы, давайте пераходзіць да крынжнавінаў з Беларусі, бо у нас таксама ёсць падборка. На мінулым тыдні, як вы ведаеце, прайшоў 9 траўня, гэта дзень перамогабесся на тэрыторыі Беларусі. І вось у Жабінцы нават для шэсця не хапіла, бракавала пракарэтнікаў. Вось і замест бюджэтнікаў правялі парад воспитанников детских садов. З вашага дазволу я просто зраблю гук меней, бо аўтарскае права ўсё ж таки мы шануем. А што датычна вось менавіта
вось гэтага параду, слухайце, ну вось гэта тыя людзі, якія кажуць, што не трэба дзяцей привлекаць в палітыку. Вось мы бачым. А вось, Вераніка, дарэчы, а як ты ставішся да таго, што вось нават малых дзяцей выкарыстоўваюць у такіх вось парадах нібы перамогі і гэтак далей? Ты знаешь, я смотрю просто на это все. Это люди, которые вообще никакого отношения не имеют ни к этому празднику, ни к этой победе. И, скорее всего, если ты у них что-то спросишь, например, ну, даже то, что касается настоящей истории их города, да, они тебе ничего толком не расскажут. Потому что вот когда мне было столько лет, сколько этим детям, да, у меня там, ну, я уже говорила неоднократно, у меня отец воевал, у меня тетя воевала, она приходила там к нам в школу выступать, но никогда нас не таскали, то есть мы ходили сами с большим удовольствием на все эти парады, правда, они были, парад на 9 мая, он был только по круглым, по юбилеям там, например. Он же вообще стали они очень поздно отмечаться, там при Брежневе только, поэтому там 40 лет, 45, 50, вот такие вот даты. Но это шли дети, ну, со своими бабушками, дедушками. Никогда, упаси Господи, ни одному бы фронтовику не пришло в голову своего ребенка наряжать военную форму, потому что все эти фронтовики, для них этот был праздник всегда, праздник поминовения. Праздник для того, чтобы вспомнить своих друзей, выпить эти фронтовых 100 грамм, поговорить с теми, кто остался жив. И самое главное, чтобы никогда не было войны, чтобы их дети никогда не видели войны. То есть одеть детей в школьную форму, ну это то же самое, что вот одеть детей, например, в форму лагеря Освенцима, да, нашить там бирку ему, или этих лагерей, которые ГУЛАГа и так далее. И вот когда вот эти вот тетки идут, машут и ведут этих детей, то, знаешь, вот у меня всегда было желание еще в Беларуси, когда началось то победобесие, мне хотелось просто подойти и отвесить оплеуху. Потому что для меня этот праздник семейный. У меня была часть семьи расстреляна во время отцовской, во время войны, там у матери очень много тоже погибло. И я выросла на этих рассказах. Над этим не пели, над этим не радовались. И, ну, мы про это много раз говорили, потому что идеологии в Беларуси нету. В Беларуси есть возможность распилить бабло и украсть только для того, чтобы как-то отметиться. Вот и все. А какой это будет праздник, Дожинки или 9 мая, там уже все равно. Или День пионерской организации. Ну так, у гэтым сэнсе мне больш падабаецца тое, як на тэрыторыі Украіны, вось, ну, памежнай тэрыторыі Украіны і Беларусі, як там зрабілі вось такі баннер, дзе паказалі так, вось паказалі тут такі, як мы бачым, баннер, вось разом перамаглі фашызм, разом пераможам і рашызм. Я думаю, толькі чамусьці я яго не зусім так паказаў, як хацеў, а таму што вось так я яго хацеў паказаць. Вось. Як табе падаецца? Ну, я не знаю, это я говорила у тебя или нет, но я против термина «рашизм», потому что это есть путинизм, есть лукашизм, но рашизм – это по национальному признаку, скажем так. А то, что все касается по национальному признаку, как человек, который… Ну, я против этого, понимаешь? Ну, я б наконт гэтага, я думаю, мы б з табой маглі паразважаць, таму што я лічу наадварот, што тэрмін рашызм, ён якраз такі адпавядае той сучаснасці, якая адбываецца зараз на Расіі. І вось у нейкім сэнсе, ну, проста фашызм, ну, дарэчы, давайте не будем проста губляць на гэты час. Да, действительно. Паглядзім больш… Идеология, вот в чем разница. Понимаешь? Рашызм гэта таксама ідэалогія, но мы пра гэта паразмаўляем пазней. Я тут больш вось такія сапраўдныя патрыёты беларускія, бачыце, што яны робяць, з Газманавым спяваюць. Ось Каранік і Караяў.
гэта просто вось такое трыо. Вы просто уявіце сабе, што у Беларусі у Гродна вось гэта на 9 траўня адбыўся канцэрт Газманова, дарэчы, расійскага спевака, які спяваў там афіцэры расіяне, і людзі нібы гэтаму падпявалі. Ну, вось гэтыя два чарта, я разумею, чаму яны падпяваюць, але вось беларусы, ну, у мяне тут, дарэчы, ёсць пытанне да людзей, але Ну, я, например, не вижу здесь белорусов, и почему-то их здесь не показывают, а то, что сюда согнали ебатик, привезли на автобусе, которые будут подпевать, и там старых идеологов или каких-то вот этих, как кривоносов, то что здесь удивляться? Здесь же не пришло там 100 тысяч, как приходило в августе, когда выходили настоящие белорусы, а то, что автобусами тогда возили и привезли сюда, ну, они и будут подпевать. В конце концов, солдат у нас всегда и везде водили, и на все эти гульки, даже европейские, тогда тоже возили солдат автобусами подпевать, и на какие-то мероприятия бюджетников и солдат всегда сгоняли подпевать. Поэтому что тут удивительно? Ну так, яшчэ, дарэчы, 9 траўня прайшоў вось такі цікавы, я не ведаю, што гэта нейкі магічны культ перамога бесся ад мінскага свята Елісаветінскага манастыра. Вось, ну, гэта нешта запрадзельнае, просто бачыце, вось і гэтыя каларадскія стужкі і трыкалор расійскі чамусьці лунае тут, вось таксама А это пытанне да гэтага. шизофрения. Насчет того, что у нас нет идеологии, у нас есть шизофрения, потому что вот как ты видишь, как они быстро, они не знают толком, что им делать, поэтому они на всякий случай берут все. Если что, уже отмажемся, возьмем все. Ну так, гэта сапраўды выглядае трэшова. Там, дарэчы, яшчэ і, ведаеце, запусціўся такі флэшмоб, як яны яго называюць у Беларусі. Ён называецца, як там, «Гардзімся нашымі сімваламі». Мне здаецца так. І вось цікава, што, ну, вось, гэта акрамя гішпанскага стыду, ну, вось гішпанскі сорам, нічога не выклікае. І заўважце, што ніхто з іх нават не ўсміхаецца, то бок яны... Не, ну, адна дзяўчына, я заўважыў, вось тут справа, бліжэй да Веранікі, вось яна там стаіць і нібы робіць погляд, што яе ўсё тут задавальняе. Але, ну, відавочна, што гэта... Што, можа, яна... Для нее вот это клоунада, ей просто так смешно, что вот ее прет от этого, потому что, ну, правда, пленные стоят, которых заставили спеть вот этот концерт в Освенциме, ну, а ей весело. Ну, гэта, дарэчы, просто трэш. Вось мы сапраўды вярнуліся да гэтага агракрынжу, як то кажуць. І вось, глядзіце, гэта уже далей... Ну, так само. Ну, это бухгалтерия типичная, тоже нас все время возили на автобусе. А что нам было не съездить, возложить там венки в рабочий день? Мы приезжали там на все праздники, там собирали там столько-то по разнарядке из бухгалтерии, столько-то там из АХО, столько-то из маркетинга, столько-то. Так, 30 человек по разнарядке с мясокомбината. Сели, поехали, шарики взяли, съездили. Рабочий день прошел, зарплата шла, почему нет? Ну, потому что, ну, ты же видишь, ну вот еще вот тоже, это вообще какие-то... Клоунада, вот Майкл написал, вот, действительно, сегодня на арене по всей стране. Ну так, можно послухать нават.
Ты разумееш, я нават тут і голас не мяняў, але мог вось каб дадаць больш крынжухі. Но тут просто вось ведаеш, гэта як з бярозавым сокам. Вось табе, каб адчуць яго смак, не трэба яго кансервіраваць і гэтак далей. Трэба вось просто насалоджвацца тым, які ён вось сапраўды ёсць. Вось такі, як ён ёсць. Окей, ёсць яшчэ адзін відэаролік апошні з гэтага флэшмобу. Давайте таксама на яго паглядзім. Ось яшчэ адні патрыёты. Посмотри, что самое смешное, вот стоят эти дядьки, да, такие, как я, а то и старше, они слов гимна этого не знают. Ты знаешь слова белорусского гимна? Нет. То есть люди, Я прожившие... гэтага ведаю, на жаль. А я вот не знаю. Ни белорусского советского, ни этого, ну, там какие-то отрывки, да, вот это, знаешь, когда открывать рот, я не знаю белорусский гимн. Потому что я его и белорусским-то никогда не считала. Да. Майкл просто вось не ў брофа ў вока. Абалдзенны пахаронны марш. А вось, дарэчы, сапраўды у мяне заўжды нешта вось такога накшталт адчування выклікаў вось гэты лукашэнкаўскі гімн. Ён сапраўды падобны на нейкі, ну, пахаронны марш, ну, я не ведаю. Бо вось калі ты пачуеш пагоню, вось яна гучыць абсалютна інакш. Ці калі мы выйдзем шчыльнымі радамі, ну, гэта таксама адчуванне зусім іншае. В том-то и дело, гимн, это он всегда должен какое-то чувство гордости, сопричастности за свою страну и так далее. А вот это советская переделанная псевдопесня, как и псевдофлаг, да, вот был у нас позавчера или вчера. Этот праздник заката над болотом. На якім нават Лукашенко не з'явіўся. Так, так. Там все, мы смеялись вчера тоже. Ватсон, кто там воет на болотах? Так что вот эти все искусственные праздники, когда появился настоящий праздник, вот к этому празднику государственного флага, да, вот гимна, раз ты уже начал. Если помните, вот все, кто здесь присутствует, как начинался 2020 год, вот когда мы вышли первые эти комаровки под БЧБ, то, ну, скажем, бабариканцы, там, кто Сцепкало, даже с Сергеем Тихановским, они все говорили, те, кто пришли только в 2020 году, они говорили, нам не надо, никаких флагов не надо, не дай бог, не надо нам этого БЧБесия, не надо ни в коем случае. И первые пикеты, они же шли без БЧБ флага. Первый Бангалор, если вы посмотрите, там были только отдельные, ну, в основном это наши, и уже, скажем так, те, кто был в старой оппозиции, они приходили с БЧБ флагами. А белорусы приходили, многие ведь с КЗ флагом этим, да? Помнишь, еще и на первых маршах многие брали, и, в принципе, он не вызывал такого отторжения. И хотели именно сделать это объединение. Но этот флаг, он действительно стал, ну, символом надежды, освобождения, красоты. И уже мы видим, что в августе, вот после к 9 числу больше, а после 9 числа вдруг белорусы развесили везде эти флаги и вышли под этими флагами. Они сказали, это наш флаг. То есть не надо никогда насильно навязывать, или он наш, или он не наш. Вон 3 года гоняют под этими закатом над болотом, и ничего. И все равно выходит этих 30 коллег, согнанных, которым проплатили еще. Кстати, насчет того, что платят, даже в советские времена, всегда, когда ты идешь на демонстрацию, тебе всегда платили 10 рублей за это. Да. То есть составляли всегда списки, если ты идешь, тебе за это платили 10 рублей. То есть это вот как раз система такая, она с советских времен добровольно-принудительная, но еще и поощрительная. Если ты пришел проголосовать, там на участке дешевая водка, там огурцы, селедка и что там еще. Поэтому ну, вот таким макаром.
не упамінай Макара псуе. Дарэчы, што датычна вось усей гэтай сітуацыі, я тут хацеў яшчэ таксама прачытаць каментары, і потым мы ўжо будзем завяршаць нашу праграму, бо мы сёння якраз такі пачалі на 10 хвілін пазней. Даруйце, калі ласка, за гэта. Сапраўды, ну, на дзень затрымаліся такі яшчэ і на 10 хвілін. Вось, ну, я думаю, што на наступным тыдні мы сустрэнемся з вами ўжо ў панядзелак. Дык вось тут мне подобается такой был комментарий там Майкла: большинство чиновников жит искать себе нового царя, скорее всего Путина. А вось про Качанову там писали, что и не накрашенная, страшная, и накрашенная. Но Макс, можно я отвечу Майклу на комментарий насчет Путина? Вы знаете, мы еще в 2020 году Лукашенко говорили вот когда-то, что Акела промахнулся. Чиновники, они очень хитрые. Это люди, которые делают карьеру с большой чуйкой. Никогда не бегут к тому, кто заведомо проиграл. А Путин, ну, уже видно, что Акела промахнулся. И в 2020 году, да, почему армия, они мечтали о больших пенсиях, они мечтали, завидовали очень российским военным, и КГБ, и армии. На сегодняшний момент они понимают, что никакой хорошей пенсии не будет, никаких преференций не будет, что будет? Трибунал и черные мешки, да? Поэтому, чтобы к Путину побежать, нужно, чтобы у Путина было лучше, чем у Лукашенко. А чем сейчас у Путина? Это уже страна-изгой. Это страна, где падает экономика. Это человек, который находится уже в розыске. Поэтому на сегодняшний момент вот как раз такой бежать некуда, Путину бежать смысла нету. Все те, кто не замазан в репрессиях и кто может прекрасно жить, у них есть хорошие деньги, могут и ездить, и отдыхать, и учить детей на Западе, вряд ли они побегут к Путину. Им просто это не цікаво, скажем так. Даже Витя, наверное, он лучше в Эмираты полетит, у него есть там деньги и будет прекрасно жить, если ему вот скажут, что не будет ему за это ничего. Витя полетит в Эмираты, а Лукашенко, ну, Александр, который в Эмираты. Вось. Што датычна далей? Тут таких каментароў таксама вось писали, что много головой Качала помолодела, так, они выбывают признание вины и прошение на помилование. Ну, может быть, я, дарэчы, уже не зусім згубіў вось гэты лагічны ланцужок гэтага каментара. Але вось тое, што бинты на руках, чтобы скрыть шрамы, где разные части тела у Франкенштейна сшивали, я хочу звярнуць вашу увагу тут у гэтым відэа. Зараз давайте я яго так, вось яно. Давайте мы яго яшчэ раз паглядзім, і нас тут больш цікавіць. Вось калі вы паглядзіце на яго вось гэтую левую руку, то вось тут просто нам написали, что я, говорит, синими пальцами за власть держаться не буду. А ты бачыш, вось там, дзе бінт, яны сапраўды ўжо пасінелі. Вось хутка можа мы пабачым, як гэта хвароба распаўсюдзіцца і на галаву гэтага чалавека. Кстати, мы с тобой сегодня так увлеклись Лукашенко, что мы забыли одно из самых тоже важнейших событий этой недели, и вот как раз к ответу Майкла, то, что впервые за 3 года Зеленский встретился с Тихановской и пожал ей руку, подав тем самым сигнал белорусским чиновникам, белорусским военным и белорусским силовикам. И Зеленский впервые за это время, он сказал, что 70% белорусов против войны, они борются внутри с режимом Лукашенко. То есть это действительно знаковое событие. И это очень большой знак всем тем, кто находится внутри, тем, кто еще не замазан в войне, что они могут все исправить. И, в принципе, так же, как французы после Второй мировой войны, просто, наверное, многие не знают, что большинство французов, они сотрудничали с фашистским режимом, с немецким, и во Франции прекрасно там жили, все было замечательно, и только когда уже началось Нормандия-Ньюман, и благодаря де Голлю, то есть вся роль французов переменилась в войне, и из французов сделали жертву вместо того, чтобы вместо пособников фашистской Германии. Прочитайте, это очень-очень интересная история, очень познавательная, и как раз вот есть такие некоторые аналогии между Беларусью и Россией. Поэтому вот это событие, то, что Зеленский встретился наконец-то с Тихановской, пожал ей руку
и сказал, что 70% белорусов не поддерживает войну, это для белорусов имеет огромное значение. Но, к сожалению, вот мы забыли такую подею сегодня важную. Але трэба разумець, што гэта две падзеі, якія не суадносяцца адна з адной. Гэта проста зараз, каб мы не выглядалі як прапагандысты, таму што сапраўды вось тое, што Зеленскі не зусім сустрэўся з Ціхановскай, тут таксама шмат спекуляванняў на гэтай тэме. Я бачыў, як незалежныя медыа, гэта накшталт Белсату, Радыё Свабода і гэтак далей. Вось спачатку Франак пра гэта напісаў, потым бачна, што іншыя падхапілі, і падхапілі даволі актыўна пра тое, што нібы Зеленскі сустрэўся з Ціхановскай. Але гэта не зусім так. Там атрымалася так, што яны прысутнічалі на адной падзеі, на ўручэнні прэміі Карла Велікага, і там прысутнічаў і Зеленскі, і Ціхановская, і акрамя Ціхановскай там прысутнічалі яшчэ і Тацяна Хоміч і Вераніка Цапкала, бо яны якраз такі ў мінулым годзе атрымалі вось гэтую прэмію, а ў гэтым годзе я ўжо атрымаў спадар Зеленскі. І атрымалася так, што усе пісалі пра тое, што вось глядзіце, ён сустрэўся, ён паціснуў руку, але калі мы пабачым гэтае відэа, то атрымоўваецца так, што яна проста прысутнічала сярод усіх тых людзей, хто, дарэчы, вось ціснуў руку Владимиру Зеленскому. Вось, таму гэта просто такі цікавы момант. Также они сидели в прошлом году через 2 кресла здесь в Вильнюсе в 2021 году. И яны таксама писали про тое, что вось Тихановская присутничала на тым же... рук не было, и они были просто параллельно и совершенно раздельно. Я думаю, что гэта нічога не азначае. Гэта як медыафакт добра, але там просто я бачу, як Франак Вечорка шмат гэтаму прысвяціў часу, і нават там палітолог украінскі Евгений Марта, ён напісаў пра тое, што Франак, вы атрымаеце званне лепшага фотографа року. Вось у нейкім сэнсе так. Давайте мы будем, напэўна, нашу праграму заканчваць. І вось тут яшчэ напісалі, дарэчы, Вераніка, гэта, я так разумею, ўжо да цябе гэты каментар. Нейкі Юрык напісаў, што сразу видно, тебе плацілі. Ну, гэта пра тое, што ты казала, што вось на гэтыя савецкія, што там плацілі на гэтых савецкіх парадах. Ну, У меня был маленький ребенок, поэтому мне как бы было не с руки ходить туда. Так что, хотя, вы знаете, так мне платить было не нужно, мы молодые с удовольствием, особенно 1 мая, 9 мая, это все. Ну, и 9 мая были парады, только я говорила, уже по этим, как. А на 7 ноября уже мы не ходили никогда, чисто принципиально. Я хотя помню, в 9 классе ходили, было прикольно. Ну, тады, мабыць, Лукашенко гэтым таксама натхніўся, і памятаеш, як у гэтай прапагандысцкай савецкай песні «І Ленін такой маладой». Вось і тут таксама і Лукашенко такі малады, гэта калі мы ўзгадваем вось гэтую ўсю сітуацыю з прыфоташопленым Лукашэнкам. Добра, дзякуй вялікі усім гледачам і слухачам Радыё 97, хто сёння быў з намі, хто разглядаў гэтыя падзеі. Мы, дарэчы, так не адказалі на гэтае пытанне, яно, я так разумею, больш рытарычнае, калі беларусам адкрываць шампанскае, але калі верыць спадару Пакоўскаму, то хутка сыдзе вось гэта эпоха Лукашэнкі, і будзем мы открываць шампанскае, але не забывайце пра тое, што ёсць вось гэта ўся сістэма, і у нас таксама засталіся тыя людзі, якія працуюць на ўсю гэтую лукашэнкаўскую сістэму, у тым ліку і спадарня Качанова. Таму нам шмат яшчэ будзе працы ў Беларусі. Пра гэта трэба не забываць. Таксама трэба не забываць пра тых палітзняволеных, якія зараз знаходзяцца за кратамі, якія сядзяць за нашу і вашу свабоду. Падтрымлівайце іх,
іх, пішыце ім, дасылайце лісты, паштоўкі. Гэта можна зрабіць праз розныя сервісы, накшталт пісьмо Бел ці майстэрня паштовак салідарнасці, дысідэнт Бай і в клетачку Мі. Таксама у нашым апісанні да нашага відэа ёсць рэквізіты дабрачыннага фонду Хелен Мінскай, куды вы можете ахвяраваць свае грошы дзеля таго, каб зрабіць свой унёсак у перамогу Украіны над рашысцкай агрэсіяй. Дзякуй вялікі яшчэ раз, што былі сёння з намі. Мы сустрэнемся з вами на наступным тыдні. Зараз я перадам слова Вераніцы, а пакуль хачу сказаць толькі тое, што жыве Беларусі, слава Украіне. Живи вечно. Я так само благодарю всех, кто был с нами, кто помогал сегодня вести этот эфир, передавал нам тоже такой позитивный заряд, очень прекрасно, очень всегда радует, когда имеешь обратную связь. И да, мы еще не знаем, когда открывать шампанское, но на всякий случай пусть она, бутылочка эта у вас будет дома. И также считаю, что баян дома тоже не помешает. В любой момент может пригодиться, чтобы 7 раз его порвать. Все в жизни меняется очень быстро. Черный лебедь тоже появляется неожиданно. Всегда это было неожиданно. Вы знаете, когда в 50-е годы самое уже такое темное время, новый виток репрессий очень сильных был при Сталине, и тут неожиданно оказалось, что вот все в одночасье. И точно так же вот все диктаторы, и я думаю, что и Лукашенко это ждет, когда Сталин лежал там на полу, и когда к нему некуда было прийти, и как быстро начинается борьба между всеми типа этой стаи соратников, всегда наступают перемены. Поэтому, друзья мои, что-то меняется, оно чувствуется, вот как начинается уже этот поворот. И я думаю, что, конечно, наступление Украины, победа Украины, это все очень сильно ускорит. Но, возможно, и события в Беларуси каким-то образом ускорят наступление в Украине и победу в Украине. Все взаимосвязано. И все идет, как должно идти. Не забываем политзаключенных, поддерживаем друг друга. Не теряем надежду и еще раз живи Беларусь. Жыве вечна. Ну а далей на радыё 97 наш адказ на вось гэты флэш-моб. Вы убачыце сапраўды ў відэа тыя нацыянальныя сімвалы, якім мы ганарымся. Сустрэнемся на наступным тыдні. Весагі.